Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! С вами в прямом эфире ведущий видеоблога Риатаза Маруф Асланов. И сегодня мы поговорим о курдской диаспоре, проблемах и перспективах с известными курдскими деятелями, первыми лицами нашей диаспоры в странах бывшего Советского Союза, а именно с председателем Международной Федерации курдских общин МФКО профессором князем Мирзоевым и заместителями председателя МФКО Рамазаном Сеидовым и Юрием Набиевым. Сегодняшний наш выпуск будет вестись на русском и курдском языках. Приветствую вас в нашей студии, уважаемые господа. И перед тем, как перейдем к вопросам, позвольте представить вас нашим зрителям. Ибрагимович родился 1 мая 1947 года в селе Рейган Ломасийского района Армении. Мирзоев князь Ибрагимович, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана с 2013 по 2014 год, президент РАО Ассоциация Барбанг курдов Казахстана, доктор филологических наук, профессор, академик Международной академии наук Высшей школы, Манши, академик Академии социальных наук РК, почетный заведующий кафедрой восточной филологии и перевода, директор Центра мировых языков с 1997 по 2007 год, проректор по международным связям АГУ-КАС МПУ имени Абая с 1997 по 2005. В 1970 году окончил филологический факультет Армянского госуниверситета имени Хачатура Абавяна, филолог-востоковед. Трудовая деятельность. С 1970 по 1990 год преподаватель, заведующий кафедрой в Армянском государственном университете имени Хачатура Абавяна. С 1990 года по настоящее время профессор, заведующий кафедрой восточной филологии и перевода. В 1990 году стал первым вице-президентом Ассоциации курдов СССР. С 2002 года заместитель председателя Международного союза курдских общественных объединений. С 2017 года председатель Международной федерации курдских общин. С 2003 года президент Ассоциации Барбанг курдов Казахстана. В 2013 году был вновь переизбран председателем объединения. Член правления Союза писателей Казахстана. Главный редактор журнала «Нубар». Сеидов Рамазан Мамедович, 1958 года рождения, закончил Киргизский государственный университет, факультет экономический. Всю свою жизнь посвятил курдской проблеме, общественный политический деятель. Во время движения Бабаева по Красному Курдистану был председателем филиала в Киргизии Всесоюзной ассоциации курдов ЯКБУН, в данное время является президентом Курдского общественного объединения Киргизии МИДИА и заместителем председателя Международной федерации курдских общин. Набиев Юрий Шамилевич родился 26 октября 1953 года в городе Тбилиси. В 1975 году окончил Тбилисский государственный университет имени Ивана Джавахишвили, факультет физики. Деятельность в прошлом: председатель Совета по работе с курдской молодежью при Тбилисском городском комитете комсомола в Грузии, руководитель Курдской ассоциации Ранаи, Грузия, в начале 80-х годов прошлого столетия, являлся одним из инициаторов создания Курдского народного театра в Грузии, инициатор и организатор многих мероприятий для курдской общины Грузии. Заместитель начальника цеха в НПО МИОН Министерства радиотехнической промышленности СССР, заместитель директора средней школы в Тбилиси, научный сотрудник в Институте физики АНКСРС, сотрудник в Институте переподготовки кадров в Москве, главный редактор сайта kurdistan.ru. В середине 90-х годов являлся заместителем председателя Конгресса национальных организаций России, КНОР, а также был избран председателем Ассоциации курдов СНГ. С 2013 года является президентом Общества солидарности и сотрудничества с курдским народом, главный редактор информационного сайта о курдах и Курдистане Риатаза.ком. Женат, имеет 2 сыновей, внука и 4 внучек. Маруф, микрофон. Да, прошу прощения. Так, еще раз приветствую вас в нашей студии.
Так, и с вашего разрешения перейдем к вопросам. Так, и первый вопрос будет посвящен проблеме сохранения идентичности в диаспоре, языка, культуры и истории. В каком состоянии пребывает курдская диаспора? Удается ли курдам в диаспоре сохранить свой национальный язык, культуру и самосознание? Что вы предпринимаете для этого? Этот первый вопрос, пожалуй, посвятим князю Ибрагимовичу. Пожалуйста, князь Ибрагимович. Erdema baş geli evveli temaşavan evvelino slavu rez xazım deraka diroka Kurdi Sovyeta beri diaspora bada çen gilya bejim ve ki ko geli mem iro çend heremi Sovyeta beri de jiyan dikin tamamiya Sovyeta beri de jime heye beriya helvaşandına Sovyeti حال وقت daha başu çünkü hem tomari Ermenistan'ı Kafkasya deman zaman meci çanda meci Irak meci daha da haykırını de daviye da çay kalvaşan Sovyet şu her yek parçayı Irak'ı da belabun parak şu Rusya çünkü Kazakistan Asya navin u Avrupa'ya hücumayı Avrupa gerek her mezun evakı tırsa peşin asimilasya ki gelle ki gring dıça zaman te bir kerine çanda mate bir kerine u hevnaskarına me rastatına me çünatına me te terbandine buna ve ki em gelle ki kerin em çerçeni ve ki ko em çabakır reki bevinin ve ki ko millet asimilasya xalas kan ev çık bere de kal baba da mera mirat maya em ve xaykin Armanca Federasyona nav netayya diaspora Kurdiş evakı tane pırsa çandi pırsa yakiti her adet be xaykirini em bu vacib mecul deven federasyona ma yaka çandiye ne siyasiye az beri de tazı beji belki em himli pırsa çandi ve mecul deven دکارم مینا که درقا کرد کازاکستان دا بیجم ام سال 1990 که دا سوویت هلوشیام زمان کردی حالا که گله که دجوار دا بو ما بونا زاروکا درسی یکشمی آمده کرن کتیب درسانی بیشین من روژاجی ما الفابا زمان کردی گوتیه یکتیا کرد کازاکستان بربانک آمده بود دولت همون مافدانمه و که هم بکاربن زمان خود چند خود پیش دا ببن اساجی هرمید ماین گرگستان جی روسیا جی اف پرسانه گله کی پرسانه گرینگن حملی نتا ما اوا که امزارو که خود جوره ولات پاریزیا تربیت کرد و که زمان ده بپارێزن ئەم هەینا سۆڤێتە دەست چەند سەڵامان ژوالاتێک دوور لێ مەزمانێ خۆ پیر نەکرد نەگە وەختەکە سەنە زمان تێ بیرکردنێ بۆ نەوەی گەرە ئەم گەلێکی ناو گەلێک بگەڕن چوین هاتنەمە هەوە ئەم تەکیلیە خۆ هەموو هەرێمێک کوردێ مە بژین سۆڤێتە بەرێداوە ئان لە ئەوروپایەوە bi destê hêzê me rêxistinê me çûn hatina xwe navanda girîng kir ku çaxî jî em dikarin bona milletê xwe karekê bikin rast e dewleta me heta ava nebiye em ti tiştê aborî nikarin ji dewleta bixwazin kesek alî aboriyê de ekonomiyê de alîkariyê nade me tenê em xwe hewata xwe ger hene mirov difikirin ku دولت آلیکاری دیده ما یعنی که بنا کتاب ما و که روزنامه قوار ما کتاب درسانه آن کتاب بدواتی هم نشده کرد و که کد آلیکاری تنی گله مخو افخو و آلیک ولات پاریزی خوب امریکایی باش دمشینن هلواشاندن سوویت چاقی دست ببو دیاسپور ما یک دیوخ نکی چید کرد مثلا چه که اشکره هست گرمه پیشه و پارتی ما یک باکوری کردستان جی چند سالا نوا گلتا خواسته که گرین کردن
یکتی چه کردن آماده کردن در روزنامه در کتن کتاب درسا بردان کنفرانس علمی هاتن تشکیل کردن دکا اوی کاری هم بگره بردوام دو وکی کاری که گلگی پیروزه وکی هم ایروژی وی کاری مزن بکن Галякий спас, князь Ибрагимович. А вы, уважаемый Рамазан Сеидов, что можете сказать по поводу проблемы сохранения курдского национального языка, культуры, национального самосознания? Я прежде всего приветствую всех, кто нас смотрит, и вас, дорогие друзья. Вопрос действительно, он очень нужный, и князь Ибрагимович подробно остановился на том, что наша организация, Международная федерация, она не политическая. Она создана прежде всего для решения проблем курдов СНГ. А проблема, самая главная, самая большая проблема – это ассимиляция. Это нужно сохранить язык, культуру, традиции, воспитание молодежи. Вот. И наша организация и вот те ассоциации, организации, которые вошли в состав МФК, это Киргизия, Россия, Армения, Казахстан, и мы все на местах этим занимаемся. Допустим, вот у нас есть общественное объединение курдов Кыргызстана Медиа. Ее цель и задачи именно сохранение языка, развитие культуры и воспитание молодежи в духе интернационализма. Вот. Как таковых политических вопросов мы перед собой не ставим. И я считаю, я это и говорил на нескольких конференциях наших, и мы стремимся к этому. Я считаю, и, по-моему, меня никто не сможет переубедить, что сохранение языка, культуры, традиций, это будет легко сделать, если создание компактного проживания курдского населения СНГ. Это вопрос огромный, большой, и наша организация этим занимается. Вот. И я недавно посетил Казахстан, был гостем уважаемого нашего председателя, князя Ибрагимовича. Я видел новый учебник, можно сказать, букварь, алфба. Честно говоря, это большое достижение, это огромная работа, мне очень понравилось. Я думаю, вот такими трудами, вот в таком направлении мы сможем сохранить и язык, и культуру, и традиции. Спасибо большое, уважаемый Рамазан Сеидов. Юрий Шамильевич, пожалуйста, вам слово. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я, во-первых, хочу поприветствовать своих друзей и коллег, князя Ибрагимовича, шейха Рамазана и всех наших зрителей. Конечно, вопросы сохранения идентичности языка – это в центре внимания вот всей нашей деятельности. Это то, для чего в основном была создана вот Международная федерация. И, как сказали мои коллеги, на местах это делается. В частности, в Казахстане большую работу в этом направлении делает князь Ибрагимович, и вот эта ассоциация Бербанки в Киргизстане. К сожалению, в России в этом отношении, значит, проблема очень остро стоит. Тем не менее, мы в нашей федерации попытались на основе вот новейших технологий онлайн-образования создать вот онлайн-курсы курдского языка. Они сегодня весь мир, в принципе, переходит на такую, ну, вынужденную из-за пандемии. И до этого вот мир переходил на онлайн-образование. И мы попытались вот программу преподавания курдского языка. К сожалению, у нас пока не получилось, но я могу сказать, что вот буквально неделю назад, значит, в Турции, значит, общественные деятели, политики, они развернули целую кампанию по, значит, защите и развитию курдского языка. И мы, безусловно, к этой кампании присоединяемся.
это действительно очень большая проблема для всех, особенно для диаспоры. И в этом вопросе, как мне кажется, большую роль сегодня должен сыграть Южный Курдистан, потому что именно там вот проблемы нету, да, и вот проблема стандартизации курдского языка, проблема издания учебников, да, проблема подготовки кадров, там, преподавателей курдского языка. Естественно, у нас очень большая надежда на то, что в Южном Курдистане вот это тоже проблема очень остро понимается, и мы имеем контакты, имеем связи, и я думаю, что вместе мы сможем в этом вопросе вот защиты, значит, нашего языка, нашей культуры, будут продвигаться. У нас в Федерации есть целые, это одно из основных направлений, и есть люди у нас вот в правлении, которые конкретно этим занимаются, есть планы на будущее. Я думаю, что мы более активно, как только эта пандемия закончится, мы более активно будем по этому вопросу работать. Спасибо, Юрий Шамилевич. Марушан, я добавлю слово, можно? Да, князь Ибрагимович, пожалуйста. Юрий Шамилевич, галаки башкот раскот, нака халаки пандемия, le yakbun TV وگی ارگانا فدراسیون ما نام نتوی اما وقتا که درجه درس آنلاین یا زمان کردی دادن اوی جو رایجی تمامیه که نخواندن است. کازاخستانش میگود ساج روسیایی داشتی اما کمکی که گلک مزنه لپرسکره که هر مزنه و که ایرو یاره الفابه که ما یک همه مثلا وگود درقا کردستان باشور دا نکا چاوه دنه وره ام 5 میلیون کرد چاوه ما کردستان باشوره وگی که اوا نوانده چاندا ما زمان ما حیاتی ما رای ما ام کش کره آلیکار ون که اوا دولت که سر خوب چکنه ایدی هر چهار پارچه کردستان دل منه لوا پارچه چه دبه وگی گراج الفابه که نو هوا عربیه هنک لاتینی در باز دبن آن زمانه که فرمی گره هوا از همین که بعد پرساش هوا فری زمان دیبون فری زمان کردی و گله که حسابه آبا پرسکریک لازمه که فدراسیون ما هر دم بریار دگره وگی که زمانه که فرمی الفابه که ما یکمی بید مثلا گله دولت مثلا قازاقستان کریلا الفابه اونا دو گوهر دکن لاتینی سطح ما که برای دولت ترکیه یازش نی بکارن ادبیات ما چند ما و ببناس ام وی لازم یک چک عراق شاب ده ایران ده ام نکار بخونن مثلا زارو که من نخونن اواش پرسک مزنه که از گمانم اوش گره بیچاره سر کرده. Спасибо. Спасибо большое, князь Ибрагимович. Уважаемые друзья, для тех, кто не понял, князь Ибрагимович говорит о необходимости стандартизации курдского языка, да, единого алфавита. Я вас правильно понял? Да. Да, так точно. Да, это, конечно, очень важно. Так, с вашего разрешения перейдем тогда к следующему вопросу. Князь Ибрагимович, как осуществляется взаимодействие с курдскими партиями и официальными властями иракского Курдистана? Как оцениваете уровень отношений между диаспорой и Курдистаном? Расскажите нам, пожалуйста. Я раз паса که گلگی باش گرینگه بنا مخوشی بنا فدراسیون مجی مچای آوا کرد ما گفت وگی که ام نه سیاسی نه ام چاندی نه ام یا دیروگی نه لیم بیر نگه وگی ام دیروژن ام کردن اما پیوا کرد خود سیاسیه چرا کی در دیروژی کرد اما تکسنش پالیتیش تگوتنه از خواستم وگی که همو حزب ما پارتی ما ببین یک فکری دا ببین یک ام هر دم یک بون دیویژن گلی هم دیویژن یک بون اتفاق کم لی یک بون گره میجی میرم داشتم یک بون کار خدا جی یک بون عمل خدا یک بون کرنه خدا جی یک بون او یک بون نامه گره کار کی یک خودینه تومری مثلا بوی رزگاریا ولید شرکاریا مجی دوزا مجی
هر تشتمجي ولات ما وقريده او نتوقع ولات ويتنا بيت ولات ايمان ويشتنا دين ويجنا تو دينه قبول نوا لا ماجي گمانا ما وكم پارتی ما سرکو رهبر ما عقل بند کارن بین فکره که وکی شهر برا کشتنه تنه و نوادا یکتی هوا اوا یکتیش دوه آزایی سرخوبونا کردستانه ام بناوی رجا دکن وکی که ام تبشخل پارتیا ناور ما چون ما را چه نکریه جی ام خواسته کم ما وکی که ببه او ام گمان وکی کردستان هم جی آزاوه ولات ما شنه وکی رو هرما کردستان باجار اربیل چه قاس کنسولخانه دولت بیانی آزابونه دو ارمنستان کنسولخانه خواه کرد 13-14 دولت ایدی ناس دکن ام گره وی قدر قیمتی خواهی کن قبول بکن وی که گرمایی که و چاک رونایی که پاروسه گل خوبه دگره ام دیسا بار هل ملتی گلی دریجن ولات مهیه کردستان مهیه آلا مهیه ام بن آلا که دابون گره آلا که مهیه یک زمان یک آل یک باوری یک ولات مثلا دشمنه ما وی کاری دنده کار مثلا رومی ترکیه هر دم دویژن ویگلی لام bir dikin دشمن پرسکری که ماده دکار دبنه یک هم خدا نابه یک هم هر وقت دمین تک لما جی ابا سالا پرنا میکارن ولات خرزگار کن گلیخ بیشن گرب قدر و قیمت رو هم بپاریزن کاری که نتوی بکن بنا گل خود شب ملت مایه ایلای دیاسپورا کرده سوویتا بره و اکی بره دهات حسابه سوویتا بره نوانتا چاند و کلتورا کرده ای روژی از خواستم پیشم اموی گره بقاتینن و اکی که نوا گل خدا گرمایی کشی یک تیکی چکن اب گلی گوتنه دشمنات کبن ناو دا بلات کن هم جوان تشتا گره خود دور بخیرن گل دا تشتی نباش ملت پرچه دکن دشمن جد خوازه پرچه که حکم بکه نهیلن بگیشن آل بکی از گمان وکی سوتره که کردستان مجی و رزگار و کارتنه تی آوا کرنه چت نایه لیم هر وقت برای خواه جان خواه گل خورانه ملت خورانه کردستان خورانه Стас, князь Ибрагимович, Рамазан Мамедович, а вы как оцениваете отношения между диаспорой и Курдистаном? На каком уровне они? Вы знаете, мы когда создавали МФК, то было принято решение, что мы не будем ни под влиянием ни одной политической партии исторической Родины. И мы этого принципа держимся. Вот тут князь Ибрагимович сейчас говорил о единстве. Вы знаете, мы никогда все не можем быть едины во всем. Но мы можем быть едины в вопросе независимости курдского государства. И я совершенно с князем Ибрагимовичем согласен, потому что вот из 4 частей исторической Родины, из 5 даже надо говорить, то иракский Курдистан, он сейчас имеет статус государственности, практически автономия, федерация, и она самая близкая к созданию курдского независимого государства. И поэтому мы, не только мы, все диаспоры, курдские диаспоры во всем мире, мы просто обязаны их поддержать. Но, вы знаете, иногда наша поддержка некоторыми понимается, что мы чуть ли там, вот под влиянием иракского Курдистана, под влиянием Курдской демократической партии, под влиянием иракских курдских партий. Но это совершенно не так. Я со всей ответственностью заявляю, что мы не под влиянием ни одной политической партии, в том числе и партии демократического партии Курдистана, иракского Курдистана. Мы единственное, мы поддерживаем иракский Курдистан, потому что она близка к созданию курдской государственности, и мы всегда будем помогать во всем. Если завтра, вот сейчас вы видите ситуацию в сирийском Курдистане, если она будет
приближена, то мы и сегодня, и в дальнейшем от всей души ее тоже поддержим, будем приветствовать и всячески будем помогать. Но мы, опять-таки, я повторяюсь, наверное, уже третий раз, что мы не под влиянием ни одной политической партии, мы не будем. И эта организация с самого начала, князь Ибрагимович сказал, она не политическая, она создана только для решения проблем курдов СНГ. А в остальном, если сказать на курдском языке, ки барих бедамедо сарсариме сарчавиме. Ма оликари дая хамьодам. И амдиш же оликари хазарен оликари беден. Ле амдгазен якитио геле курд прсо натавидо прсо сархобуни прсо чекерна давлет якбе. Вот, азбежим, mesela, если вот, допустим, взять Киргизию, да, тоже много политических партий. Все они стремятся в парламент, каждая партия начинает там рекламировать себя, двигаться. Но в вопросе государственности они все едины. Да, где-то у них идеологии разные, каждый по-своему подходит к этому. Но в вопросе о единстве, то есть государственности, они едины. Так и должно быть у всех политических партий курдского народа. И другого пути нет. И мы в остальном, во всем, мы не можем быть. Каждый из нас, вот два человека, они по-разному думают, не говоря о целых политических партиях. У них разные идеологии, и это их право. Но в вопросе независимости должно быть единое мнение создания курдского государства на территории, на исторической родине курдов. Единый флаг. Один лидер, единый флаг в этом вопросе должно быть. Спасибо, Рамазан Мамедович. Юрий Шамилевич, пожалуйста, вам слово. Включите звук, пожалуйста, у себя, Юрий Шамилевич. Я, конечно, присоединяюсь к своим коллегам, к их высказываниям. Единственное, я хочу добавить, что, естественно, у нашей федерации очень тесные сложились отношения вот, за время существования федерации, очень тесные отношения со многими курдскими партиями и организациями вот, на исторической родине. И эти отношения, они строятся на основе взаимного уважения и сотрудничества, а не на основе там, контроля над нами или там, значит, какие-то, чтобы мы получали какие-то директивы оттуда. Это абсолютно исключено. И на этом строятся наши вот отношения с курдскими партиями и организациями. За последнее время у нас контакты развиваются. Конечно, и с Демократической партией Курдистана, и Патриотическим союзом, и исламскими партиями Курдистана, и сирийскими курдами, в частности, Национальным конгрессом курдов Сирии, и с турецкими курдскими партиями, партия Азады и так далее и тому подобное. То есть тут у нас абсолютно такие взаимовыгодные, если так можно сказать, отношения. Более того, я скажу, что мы стремимся в нашей федерации, мы стремимся превратиться, вот эта диаспора наша, превратиться в такую самостоятельную силу, которая могла бы повлиять на процессы, которые в Курдистане между партиями происходят. Почему? Потому что вот мы не только в бывшем Союзе, вообще курдской диаспоры представители, да, нам все равно там, да, вот, как говорится, пенчталина, да, нам все равно, какая часть Курдистана или какая политическая партия. И как вот мои коллеги, мои друзья сказали, для нас самое главное, чтобы на исторической родине курды добились бы своих национальных прав. А главное национальное право курдского народа, как и любого другого народа в мире, это создать свой национальный очаг, свою государственность. И очень многие проблемы, которые сегодня, вот мы проблему языка, наверное, потом мы еще много других вопросов, да, будем обсуждать, они все так или иначе связаны с курдской государственностью. Если курды смогут создать свою государственность, очень многие проблемы, которые мы сегодня вот, они на слуху и обсуждаем, они очень быстро решатся. То есть я хочу вот
заверить наших зрителей, наших тех, кто сегодня нас слушает, что наша федерация открыта для сотрудничества с любой курдской организацией, которая поддерживает, принимает, значит, курдский флаг, считает, что мы один народ, и считает, что курды имеют право на государственность. Если вот эти три условия любая курдская организация выполняет, то мы готовы, нет проблем, чтобы мы не сотрудничали с этими организациями. Большое спасибо, Юрий Шамильевич. У меня с картинкой небольшие проблемы, поэтому продолжим в этом же духе. Вы же меня слышите, да, прекрасно? Да. Да, в таком случае давайте перейдем к еще одному вопросу, довольно-таки непростому. Это по вопросу позиции в отношении религии, которую последуют курды, да? Какая работа проводится в деле сближения курдов, последователей различных религий? Если не против, я адресую этот вопрос вам, Рамазан Мамедович. Потому что я шейх, да? Да, конечно. Вы можете конкретно ответить на этот вопрос. Вы знаете, я скажу так, вот я не свою мысль скажу вам, а скажу мысль нашей религии ислам. Вы знаете, каждая религия, практически все религии, они очень изменились, изменяются людьми. Люди ее изменяют. Вы знаете, я иногда задаю некоторым таким радикальным мусульманам, я задаю такой вопрос. Я говорю, если вы считаете, что только мусульмане пойдут в рай, тогда ответьте мне на такой вопрос. Зачем нужно было Богу создавать такой огромный рай? Вы знаете, рай 7 частей, только одна часть несколько сот раз больше, чем земной шар. Неужто вы думаете, это все, чем Бог их заполнит? Вы знаете, все религии, которые от Бога, в Коране есть аят, это цитата из Корана. А Бог говорит, неужто вы думаете, что христиане, иудеи, или те, которые веруют в единого Бога, неужто вы думаете, что они мной будут обижены? Они наравне с вами. Поэтому, вы знаете, это вообще, это безграмотность, когда люди начинают делиться, говорить, моя религия правильная, моя религия верная и так далее, и так далее. Это совершенно неправильно, неприемлемо ни в одной религии. Путей к Богу много, посланников Бога очень много. И каждый из этих посланников ведет свою общину, направил свою общину на один путь к Богу. Допустим, мусульмане идут через своего пророка, через то, что говорит Коран. Христиане идут по пути Библии и так далее, и так далее, и так далее. Когда вы простите, что я на примерах говорю, я просто хочу эти примеры привожу, чтобы людям было доступно, чтобы они поняли, о чем я хочу сказать. Когда эти безобразные бородатые игиловцы зашли в Шангал и начали убивать там наш народ, курдов-езидов, то многие езиды, чтобы не принять ислам, если, допустим, он сказал бы, я принимаю ислам, его не убивали, оставляли. Но езиды ушли в горы, и многие езиды бросались с горы насмерть, со скалы бросались, чтобы не принять ислам. И я задал этот вопрос нескольким мусульманским мулам. Я говорю, как вы думаете, эти езиды, которые убегали, не приняли ислам, они в рай пойдут или в ад? Они сказали, конечно, в ад. Они же не приняли ислам. Я им сразу ответил, и этот ответ сейчас хочу озвучить вам. Это ложь. Я считаю, наоборот, те люди, которые бросились со скалы, они будут в раю.
те, которые их догоняли, они будут в аду. Почему? Потому что тот езид или езидка, которая бросалась со скалы, ради чего она бросалась? Разве не ради Бога? В ее понятиях или в его понятиях он на правильном пути, на своем пути к Богу. Его хотели убрать с этого пути, он не хотел уйти с этого пути к Богу, он бросался со скалы. Понимаете? Вот это правильность религии. Просто религию неправильно преподносят. Игиловцы ложили людей на землю, резали голову с именем Аллаха. Кричали Аллах Акбар и резали голову. В Коране аят говорит, убийство одного человека равносильно убийству всему человечеству. Мы прежде всего, чтобы мы были в этом едины, мы курды. Чтобы мы были едины. Мы, каждый из нас, когда мы приходим друг к другу, когда мы приходим к вопросу о государственности, к вопросу о языке, о сохранении культуры и так далее, то мы религию свою должны оставить у себя дома, на второй план. Каждый из нас сам ответит перед Богом за свой выбор. Я не смогу ответить за Юру Набиева, Юра Набиев не сможет ответить за меня. Каждый из нас лично ответит перед Богом. И ни Юра не имеет права меня заставлять принять езидизм, и я также не имею права заставлять его принять ислам. Если вот коротко, это так, Маруф. А так я сейчас могу на эту тему сейчас всю передачу твою говорить. Поэтому я считаю, мы прежде всего, вот шейх Хусейн Азадин, когда в иранском Курдистане доктор Касымлу поднял революцию против Аятоллы Хомейни, шейх был рядом с ним, шейх Хусейн, вы все знаете о нем, это историческая личность. К нему подошли журналисты и говорят, шейх, вы же исламский лидер, вы же ученый, исламист. Вы как можете, Хомейни объявил исламское государство, как вы можете восстать против него? Он, знаете, его ответ был таков. Он сказал, я сначала курд, потом я мусульманин. Вот только таким подходом мы можем объединиться в этом вопросе. Иногда в интернете ты смотришь, вот спорит курд-мусульманин и курд-езид. Он его религию ругает, извините меня, не хочу грязные слова здесь в эфире говорить, а тот его религию ругает. А коснись, ни тот не соблюдает свою религию, не знает, ни тот не коснись. Если бы они знали свою религию, они бы не делали бы этого. Есть анекдот такой, говорит, когда это самое в Сирии, там еврейская семья выезжала, на посту игиловец стоял, он их останавливает, говорит, муслим, он говорит, муслим, он говорит, прочти один аят из Корана. Еврей ему читает стих из Торы. Он говорит, все, проходи. Он проезжает, жена говорит, ты с ума сошел? Если бы он догадался бы, что ты не Коран читал, а Тору, он говорит, если бы он Коран знал бы, он бы не стоял бы здесь. Поэтому прежде чем говорить, спорить о религии, надо ее изучить, надо ее просмотреть хотя бы. Один раз прочитать Библию, Коран, да, любую религиозную книгу. Потом говорить об этой религии. Теперь хочу еще добавить, что, допустим, вот езидизм, это святое для меня. Оно почему? Вот я шейх мусульманин. Я говорю, это святое для меня. Почему? Потому что огромная часть, какая-то часть моего народа, моих братьев находится на этой религии. Она должна быть для меня дорогой и святой. Это древняя, одна из древнейших наших религий. И еще раз повторяюсь, когда мы говорим о единстве, когда мы говорим о государственности, когда мы говорим о развитии языка, религию свою оставьте дома. Она вам нужна только перед Богом. И все. Извините, если я много эмоционально говорю. Можно, да, так? Все к месту и все нужно. Спасибо, Рамазан Мамедович. Да, конечно, князь Ибрагимович. Пожалуйста. Уважаемый шейх Рамазан Сеидов, вы очень теоретически дали оценку религию. از خواستم کانکریت بگم گره چه بکنم خواستم ها چیه مثلا کرد کرد مسلمان کرد یزیدی
بره تی بیرام اینا سوویت دا گله کی نداده هوله هلوشاندنا سوویت دا او مسئله هیدی کد نورته دا او دولت بونه حرم سر بخو ارمینیا آذربایجان و دولت ماین دجمنا او پرسا پیش داکشان و اگه گو هندو ملت جدانه آرمانج او بکن مثلا کرد مسلمان و کرد یزیدی جب بخاتینن از خود تمامی عمر خود نوع یزید هم مزم بومه تو وقتا فرقی دانن یه وکی که اوا کرد یزیدی مسلمانه محب را گویتی برا و حتی ناجی هم دویجن برا مثلا برا او گله که عیبه اوا چه پیش دادی دوی جماعت ما دوی مالا برچی هر دم دوی مسکن شر دوا قال برو در کمه ایره وکی دولت کمه سرخواه همیم ولات ما رزگار بیا نه یه بگوتن کرد ازیدیه نه یه بگوتن مسلمانه نه بگوتن علویه نه بگوتن خریستیانه و اگه ناکا خواهی خدا نمه تننن ما توپی بند چادر اکیکن کن اکیکن بلاو هونج مال اکیله اری از حرمتا ما یشاک شیخ ما قدر برند گوت دین ازیدیه را دین مسلمانی را هر کس دینی هر کس دینی خود لیم گره وانا تفهم نکن که پرسا ملتی دا چاندان ما زمان ما دیروکا ما عرب عدد رابون رونشتاندن ما یکن ایرو گل دولت گل ملت دچن ملت آفریقای را تینه یعنی دچن ملت مثلا دولت ترکسکی کا سودن دچن دوی اکا ماجر را یا اینگوشا یا چنچن را اون که کوکا ما یک باوی ما یک بکال که باید نه زمان اون یکر نه عرف عادت اون یکر ام ملتن باو دین حالا گله که ام لیکونی بکن ام بریش سر دینه کی بنا دیسا دشمن هم پرچه کرنه داگرکر هم پرچه کرنه ام هر وقت دست دشمن خدا داگرکر خدا بونه چک سلاح بید سلاح ما بید چک ما ام گرلا کرنه بلنگاز کرنه پیپس کرنه نکه مثلا گلک دیشن ام ایجدی ملت کی جدانه پاشخانه دیسا خلی سر اوانک دیویژن که دیسا 1000 سالک میچه وکی که ایجدی سبب بونه دولته که آب بونه چه دیسا بونه یک دا کردستان چه و حریما ایجدی خانه سر جواب را یکی هوا مثلا شنگال ایشا شنگاله ایرو دل متاوت شوتینه مثلا دیویژن دکاونه سنجاره هم شوتن مثلا پرسگری که روژاوا داشت گله مثلا دوت عینی هم برات شوتن راست هم نکارم بکن لی یکتی لازمه عربا صدام حسین روی چاقی باشی نوا ازدیه دا چید کرد برا انفال دکر وانا را دگو اون عربی سبینه ازدیه را دگو اوی ده ها دگو دماجی اپرسا که گله که اپه از گمانم که زودره که اوی چاره سر و دولت هم رزگار بونه شونده کردستان هم ببه یکتی هم هیا ام نکارن بیشت ازدی کرد از وی گری نکارم قبول کرد ام بیا کرد و اگه که ایرو خانات کرد و حجه جدی شکروی بهوی بساب زیانیاره به نالدن نکرده دماغش نکرده از وی پسی قبول نکرد مثلا مروی دوی دیرو کنه اما یکتیا فدراسیون ما کاره که می مازن جواب کرد ام نوا گل داگره کاره که ببین ویژن وکی که ام چنه اینه ام اواش کاری می مازنه گره بکنه دشمن خراب دکه رادیو تلویزیون ارمنستان جورک ماین دیویژن شهر قره‌باغ دا کرد آذربایجانه چون پشت آذربایجانه کرد ما ایجدی ارمنستان چون پشت ارمنیا دا اول چک نورمال بود چون که اونا بازاروانه و دولتی نگره لیه نکادگو ورادی سو کرد ایجدی دست کنه پیش هفته ولات ما پرس اوا کو چما دیویژن یکتی ولات آلک زمانک خواستک او دوزک هم دوین ایرو روژاوا هم گله که پیروز دکن مظلوم آبدی از ما جنرال گله بود و اگه گورا کردستان چه و رونا چاوه مه باشور کردستانی سب خوب اوا دیرا کامه از لاموش از دیم و که پرسا کرد ازدی هم گله که بای نکبن خورا خبر ده گوی در بازه یک هم بونه یک و بحرا وانه دا نه تنی آب دیده زی آوا
برفشته بلکیاشته بارانشته ام تاویه کن دوره وانا آوا برفه بلکیا بحرش هم باشقه کن ما ایزیا کس نکاره باشقه کن هم ملت کن یک باشینه مرک زیده Марк, можно два слова добавить к сказанному? Да, да, пожалуйста, пожалуйста, Галяк Спас, князь Ибрагимович. Князь Ибрагимович, огромное спасибо за обзор Жуаразиме. Бой Гутнева. Вот ваши высказывания, одни действительно мудрые. Вот вагут бива давлет авгишки به алондنه ابراستی منه کردستان و عراق هم بیشن حالا هی نه دولت که سر بخواه вы где еще найдете страну, государство в мире, чтобы официально отмечались езидские праздники? Вот она еще не государство, а просто автономия. Уже на официальном уровне все езидские праздники, они объявлены государственными праздниками и отмечаются. Вот курды Кыргызстана езди чавы хуманейтные. Вообще, ну, из 100% курдов Киргизии, может, ну, 2-3% видели езидов. Шейх Аюр Набиева? Ну, 1%. Ну, вот когда Шангал, вот когда трагедия в Шангале случилась, да, курды Киргизии, я знаю, что и в Казахстане месяцев 3 курды отменили все свадьбы. Как же мы не едины? Допустим, в Японии, вы помните, цунами были, там пол Японии ушло, мы не делали траур. Что бы в мире не случилось, курды, ну как-то. А вот за Шангал мы были в трауре месяцев 3, не все свадьбы были отменены. Альбата мы едины, мы один народ. И никто нас никогда не сможет разъединить на религиозной почве. Все, извините. Шейх, مثلا اوی ارتا کرد مسلمان ازیدی جی گل مربی مقام کرد مجی یزیدی جی یک روشنبیرش حساب دکن بوی نظام چنیتی همه تشتا گونه شنگال کردا بردا کردا ها کرد دشمن تایدی بشن دولت برزانی نچوب شتان فلان کسی نچوب گرا قر کرد او قر کرد لخیرخواز ملت اگر سر نفته دا ناکا سر پترول ناکا سر آوه سر اگر داد کرد آره والا پترول سر اگرد کرد آواج گره گله مروی ما بفکرن که ام گره بخوتن شاشیک هوا قلاتیک هوا ام گیا گله کی بلا نکن ام دوینه جاره که تا گفت هم کن لا مجم سواک یکتی ملت چکن ام گره دیرو که خود شتی قنج بینن زارو که خورا بیشن زارو که خورا هی تازه مزنه وای که راهی پاتریاتیسم وای که بزدامن اوانا کردن سوی کردستانی چه با کردستان مزنی چه با آنا از گله که گمانم لا باجي درجه دا کرنے میں گلا کن گرم بابا ملت خدا Князь Ибрагимович, вот одно ваше высказывание я хочу перевести на русский язык, оно мне очень понравилось, очень понравилось. Вы сказали на курдском языке, вы сказали, если Канат Курдоевич, там Араб Шамилов, назвали несколько известных лиц и сказали, если они не курды, то я тоже не курд. Я присоединяюсь к вам. Если они не курды, я тоже не курд. Мы говорим на одном языке, пишем на одном. У нас общая история, общие обычаи, нравы, традиции, культура. Как можно разделить? Это только наши враги могут обдумать. Вот это. Спасибо, князь Ибрагимович, Рамазан Мамедович. Юрий Шамильевич, думаю, вам есть тоже что сказать по этому поводу? Да, конечно, мне много чего есть по этому поводу, но поскольку мои коллеги, мои друзья, мои братья очень эмоционально и очень, я думаю, правильно все сказали, наше отношение у федерации, да, как федерации, как организации к этому вопросу, у нас однозначное, что мы один народ, и никакой разницы не делаем, значит, между курды и мусульмане или курды и езиды. Мы рука об руку работаем. И вот пример того, что вот я, мой старший брат, князь Ибрагимович, мой шейх Рамазан, мы вместе абсолютно без всякого, значит, ущемления кого-нибудь, мы вместе работаем, у нас одна цель, одна задача. И в этом вопросе, в вопросе вот преодоления вот этих
ну, я тоже согласен с князем Ибрагимовичем, что это искусственно извне нам вот эти вопросы подсовывают. И я думаю, что мы это все преодолеем. И для этого у нас в Федерации есть определенные планы, как вот это все делать. Мы, например, даже в личном плане, да, мы друг к другу на свадьбы ходим, на юбилеи ходим, мы друг друга поздравляем, в том числе с религиозными праздниками. То есть тут у нас вопросов нету. У нас очень хорошие отношения сложились с, если говорить о езидах, да, с Духовным Советом езидов мира. Наша делегация, когда посещала, значит, иракский Курдистан, мы были в Лалаше, в том числе и князь Ибрагимович, и шейх Рамазан. Вы знаете, это знаменитое... Да, мы встречались со всеми, общались, и это просто вот для меня это вот подвиг, или как сказать, вот это пример вот этой чистоты помыслов, это когда шейх Рамазан, значит, поцеловал руку Баба Шейху, да, мусульманский шейх. Я знаю, что у него были из-за этого некоторые проблемы с некоторыми радикалами мусульманскими, но вот это наша команда, вот это наша федерация, вот это наше братство, что у нас в федерации абсолютно этот вопрос не стоит. Единственное, он как стоит, что среди населения его преодолеть. И есть планы, есть интересные задумки, но самое главное, вот как я уже сказал, это вместе быть и в радости, и в горести, когда вот свадьбы, юбилеи, и не дай бог какое-то несчастье, мы в нашей федерации, во всяком случае, мы все вместе. И то, что я, конечно, согласен, что в целом у 50-миллионного курдского народа много проблем. Вот и языковые, мы сказали, и внутренние там межпартийные там разногласия, и то, что значит, окружающие наши страны подавляют постоянно. И я считаю, что вот проблема езидов, она, вот одна из проблем это вот многомиллионного, большого 50-миллионного народа. Вот с этой точки зрения я лично вот к этому вопросу так подхожу. И в том числе мои коллеги, мои друзья, вот все члены нашего руководства и активисты нашей федерации, они именно так и думают. Мы вот этот вопрос, на этом вопросе абсолютно не зацикливаемся. И своим примером, вот совместной работой, мы вот это доказываем, что мы один народ. Просто. Спасибо, Юрий Шамильевич. Давайте перейдем, с вашего позволения, к следующему вопросу. Хочется узнать, а какая работа проводится по лоббированию поддержки прав курдского народа? Кто ответит? Желающие? Ну что, князь Ибрагимович. نکا پرس که لگی باشه معروف از کرد جواب بدم ام نکا هر یک ما هر مکی دم جیان دکن سویتا بریدا ولات ما مگود تنه اپرسادی مگود ام کرد ارمنستان بن یه روسیا آنورا کاری می هری مزن اواکو وای که ام وی هرمی وی دولتی را تکیلی خود محکم کن آنها گوری توزی که وی کانسیچه وی کار بکن مثلا تشتی که نه کانستیتیون نه به حقم نکن مثلا دولت قزاقستان از میناکه که بینم برا حتی 105 ملت داشت کانستیتیون وی داتا نویساره و که مافی ملت های که زمان خود پیش دا ببین چند داخل ببین دیرو که خود ببین پرورده خلدن استاجی اول بنا مکفرده مثلا بریویش بگود و که امبرا وقت ملت مای خدا نختیارن ما فی متی پاراستنه دولت دیسکریمیناسیون تنه مثلا دوک نوا براتی داشت مالا داشت جان شهر دو دبن هر ما دا گندا دا نوا کدا سر پرس مرسک گری که اکو شهر جان دبن گلی گوتتن لی و دقیقه دیت امران ده مثلا نای بلا کرنه ام گره ویج حساب کنکو ام دولت خدا ناجی انا گی ام جی گره وی که چاک لازم خوب ببر ما فی متی پاراستنه حقی متی پاراستنه مثلا شابونه که مزنه ای سال کازاخستان دا
هشت سال امورا جان دکن ملت مورا جارا یکم ما دپوتات پارلمنت مجلس دولت قزاقستان دا خورد کی می جیوان وکیل حسین نویف آتا بجارتنه جناب اسامبلیا گل قزاقستان و وکیل ملت و ایروژی آتیا بجارتنه چاک پارلمنتر اما شامونه که گل اگمازنه دا کشی وکی او دولت امتداد دیجین مافهمه دایه قدری ما دگره وکی چاک ملت وکیل ما بریا ورا ارمنستان دا دو وکیل ما پارلمنتر ما هنن یک آلی چاک دیزا کنه بکرده مسلمان کنیاز حمید حسن و دپوتاتا ساجیش ناوا کرده ازیدی برای که ما رستم آدم نوی برای خصوصی بزنه کرد او خورتاجی حتی بجارتنیش ناوا کرده ما ازیدی البته او جدی سا تکشی وکی در دولت ارمنستان دکه روسیه دا سربلنده گل تمامی ملت ما کرد کردستان همو بلاتی موچوی زلیب خان علیکوی بشه اما جرا پیجه ششانه وکی گزدو مایده تی بجارتنی دپوتات سرکاری کمیته دکه هر آلی داجی بونا جماعت ما بونا ملت ما دا و سربلنده ام گره ملت خونی اصابه اولاد خود اصابه کبارن و که که نبا ملت ما دا تکشید در ناس کرده البته دیسا گل نبا ملت ما دا دپوتات مجنه یک دولت شغل کار محکم جده کن لی همدی مافه ما او که پرورده هیا خواد هیا و که که مثلا کرگزستان قازاقستان جو که زمان دولت بزابید کاری هر دولت بخیر خواندن دکاری خواندن بسینی اونیورسیته هنه دکتر ما هنه پروفسور ما هنه اکادمیک ما هنه مثلا صبح تا بره رقم و یا عالی علمدار دا زانیار دا بکی تمام کردستان خاص نبود دیرو که کردستان صبح تا بره دادنی ساری داده لکولی کلینه سام پیده بود که کارا کردزانی مسکوه یا کردزانی کارا ایزی خانه یا روژلات زانی ما فی مد دیگرم خواهی در کبن بکنن گنج خود جوان خود تربیت بکن و اگه آنها پای خواندن هرن پای چطه خراب نام ریا قجده هرن کچ خورد ما و اگه اوجی بگیجنه آرمانجا آیلی زانبونه دا مربک سریوی دشخونه زانبونه پره او چطه خراب دوره او چه که عیانه که اما روی کاری گرم مزن نام ملت خودش بکن او Спасибо, князь Ибрагимович. Рамазан Мамедович, что вы можете по этому поводу сказать? Я думаю, князь Ибрагимович вот объемно ответил на этот вопрос. Я полностью с ним согласен. Где бы мы ни проживали, мы должны соблюдать прежде всего законы этого государства, потому что мы живем здесь, мы живем по законам той страны, в которой проживаем. Это действительно огромная честь, что вот у нас в постсоветских республиках начали появляться наши депутаты в парламентах этих стран. Вот в частности, если говорить о Зелимхане Муцоеве, знаете, я, по-моему, как-то ему даже озвучил это. Я сказал, вы не только депутат Российской Федерации, курдов, вы гордость всех курдов стран бывшего СССР. Вот. Ну, меня всегда радует, когда наша молодежь стремится к знаниям, к депутатству. Честно говоря, вот буквально за 2 часа до этой передачи я был приглашен на одной из политических партий. У нас сейчас идут выборы городского Кенеша, городской парламент. И пригласили, они предложили выдвинуть одного молодого человека, курда, в городской парламент. Я дал согласие, и завтра, я пока, честно говоря, не буду озвучивать эту фамилию, это завтра, пусть окончательно определимся, и завтра мы подадим эту заявку. Вот. А в остальном князь Ибрагимович объемно ответил.
практически добавить нечего. Самое главное, знаете, я вот что хочу сказать всему народу нашему. Мы должны беречь себя. Мы должны вести себя так, чтобы окружающие нас страны, где мы живем, они полюбили наш народ. Чтобы они уважали наш... Ведь мы древний народ, мы с древней культурой. И мне очень порой становится стыдно, когда где-то что-то там, какой-то там, все же в жизни бывает. Молодой человек начинает там что-то как-то неадекватно себя вести. Это позор всей нации, я считаю. Поэтому нас мало, мы на чужбине, и мы на виду. Мы на виду. Мы должны интегрироваться, мы должны жить по законам этой страны. И уважать эти народы, где мы живем. В принципе, все, что... Спасибо, Рамазан Мамедович. Юрий Шамильевич, пожалуйста. Я тоже буду очень кратким и скажу так, что вот в основе одна из главных задач нашей федерации это как раз быть мостом, чтобы наши вот эти диаспоры были бы мостом между теми народами, вот, среди которых мы живем, и курдами, курдским народом. И слава Богу, в этом отношении, как вот мои коллеги сказали, и в Казахстане, и в Кыргызстане, я вот сам своими глазами видел и убедился, как вот к ним относятся их друзья, товарищи, политики, журналисты к курдам. И лицо, вот Рамазан правильно отметил, мы являемся фактически представителями курдского народа в своих странах. И здесь работа ведется, в том числе и информационная работа ведется. Мы стараемся донести до вот этих стран и народов, что происходит в Курдистане, донести нашу культуру, наши обычаи, наши вот философские понятия жизни. Ведь курдский народ, вот как тоже было отмечено, очень богатый, он древний, у него очень богатая внутренняя, духовная составляющая. К сожалению, вот в мире это вот только какой-то вот прорыв после вот войны с ИГИЛ, да, произошел. И вот это мы по мере своих сил и возможностей пытаемся донести вот до тех народов, среди которых мы живем. Конечно, я не могу сказать, что это все у нас получается, все прекрасно, все хорошо. Надо понимать, что тут в наших странах есть и лоббисты, там, допустим, Турции, арабских стран, Ирана и других государств, которым не очень, ну так в кавычках, выгодно, значит, вот эта наша работа, они косо смотрят на это. Но тем не менее, насколько наши возможности позволяют, мы эту работу делаем, и мы будем делать и дальше эту работу, укреплять отношения между теми народами и теми странами, где мы живем, с курдами и с курдским народом. И то, что касается вот многочисленных вот депутатов, да, вот в Грузии с Кодасами, и вот много сказали о моем друге и товарище Зелимхане Муцоеве. Это действительно очень уникальная личность, который вот, сам себя сделал, добился очень многого. И, в принципе, многие могли бы вообще к курдам даже не прикасаться. Но я знаю, что насколько много он делает для того, чтобы продвигать вот это курдское дело среди вот своих коллег, депутатов, среди политиков, среди вот властей России. И кроме спасибо, и кроме вот восхищения, конечно, ничего не можешь сказать. Спасибо, Раста. Депутаты мои Gürcistan'ın bu bakşinler da senin avi biraz очень достойный наш кадр курд ve kazı geleki kadri digerim meriki geleki velat Paris millet haz zane kubariya milletime geleki bakşin. Здравствуйте, князь Ибрагимович. Да, пожелаем им здоровья, сил и удачи. Спасибо, Юрий Шамильевич. Так, с вашего позволения перейдем к следующему вопросу. А следующий вопрос у нас касается информационной деятельности Ягбун ТВ, Риатаза и других информационных площадок. Дает ли эта деятельность свои плоды в деле просвещения курдского общества? Как вы думаете, князь Ибрагимович?
Я думаю, вопрос очень хороший, уместный вопрос. Ну, аз хазам бежим, расти жив. Рия таза, ава органа чак бери сарбхо. إيرو أواجه خدمات ملته خدمات گلدایه خدمات دیاسپور یکجا کرد سوویت بریدایه چونکه اینفورماسیون ارگان رادیو و تلویزیون و روزنامه و کوبارن آنها گر خدمات گلداون ولی خدمات گلد نکن دیمه که آنها کسی راجی گرگ نینه رولا و گلگی باشه یا تازه نکم دوینن نویسه ما درد کردن، زمان کردی درد کردن، زمان روسی درد کردن، حال وقت درد کردن. پرسه روزانه تنها چهار سر کردنه گله کی گرینگه هم سپاس پایی دیدن کارکاری وانا آماده کاری و سپانسری و ارگانامه زور سپاس و که بی کاری برابر آدشی بردان گله کی گرینگه. اما سال اگجیتون نه نو یک بون توی رخ فدراسیون ما کاریخت ماشینه یک بونتوی ما گمانه که گله کی مزن دای سروی او ارگانا فدراسیون ما همو فکر ما هفته جاره گنده جارون اونا داخل داینه کلکتیو که باش کار دکه همینه دیسا بگوتا تنه خصوصی که وی های که یک بونتوی اینکی عالی آبوری دا فینانسی دا حالا وانا آقازی باش دینه من رجا بکره و اکی که سپانسور ما کارمند ما کارساز ما حالی کاری که مازم بدن چونکه ایرو هر درجه حالی کاری لازم بمون روی یا چاندیه هم پرس سیاسی او را نادن اون خوش دوینن و تی درخستیه او نجی خدمت تو پارتیا دا تو حریما دانینه ما گویی هم خدمت گلدانه خدمت ولات خدا نه زمان خدا نه چاند خدا نه و یکی که بن آلا خدا بن پیشتر روز ده آرمان جمع کردستانه آواکارنا کردستانه آواجی وید ماشینه تقام گل حوالی ما راست فهم نکن هم دیسه وگیری دویجن یک بون تویجی فدراسیون ماجی ریا تازه جی هم وان نویسارات دادن پس نوی هزی وی مروا وان روشن بیرادن کی جان که بوی ملت بوی کار ملت کار اگیده که بنا سرخوبونا کردستانی چون آرمان جا ما اش کردستان وداده تشتی ما اینتر نه مثلا ولات ما این دموکراسی حیاتا نه او بنا ما تاقاسی جی نگرینگه یا مهر مزن ایشامه ولات ما هبیا آقاس خبردان من ندبو مجی تاریخ خلقی بگوتا ولات ما تلفن کن مرا بشینش کردستان هایا فلان داری مرا ها بشینن پرتوکا بشینن کتیب درسا بشینن مثلا آلیکاری بنام آنی دلگاسیون ما ببن قبول کن گلک تهرزانه و یک دلگاسیون ما کشکون دولت نه هم گش سر مخونه کنفرانس خوشم در باز کن جیبینی خوش دکن تمام به آلیکاری ها مخو کاری من دکن اما اینفورماسیون و درس زمان کردی میگفتم نکه آنلاین اما سال دوده نه زنگور نه مکتب نه دبستان درس نه هم درس وی جوره هندو فکر خود ساده مثلا در واقع نویسکار خدا البستان شاعر خدا زانیار خدا علمدار خدا هم رپورتاج دادن هم پیونا در باز کن مدوینن و که ملت ناس بکن با اونا جوان ما و که پیشیه دا چه روشنبیری ما هبونه ایرو که ما دو ایرو و پیشتر روشه پاشتر روشه همچی گره کاری بکن از تحمین بکن یک بون توی کارکی دکه هنه که تشتی تکنیکیش هبن هنه که خصوصی ما هبن جیم که ماسی گره هم گویاجی سر بخوابتن هبت جرباندن هم بچینن اوی باش خدمت گل خدا بکرنه او مثلا کادراجی مثلا اکاش بوی بچار سر کرنه مرا روزنامه نکام نکارن چاپ بکن گازیتا نکاری بلاکی نکا تمام آیله اینترنت داد شه به سیت دو بلاد و سایت دو بلاد ساجی گلک تشتی مای نکا الکترون تنه در باز کن ساجی قازقستانه اما سال کم نکارن روزنامه گازیت
تمام سایت هیئت وزارت کاربر که بنیره کاری آنانه ساجی یک بون تیوی اوا تلو کانال ما همی کردانه که دیاسپورا کردایه تکلیه مک دیاسپور اروپایی راشی گریده ده اوا شده گری مزنه او کده ما اروپایی جی چاوی اون مایه همگره نو خدا دیاسپورا ما قوات ون و اگه خلق برای حسابونه قدرمه بگیدن سپاس Да. Можно, Маруф, микрофон. Да, пожалуйста, Юрий Шамилевич. Да, я тоже очень коротко, у нас много вопросов, как я знаю, очень важных, да, вот по поводу информационной работы князь Ибрагимович на курдском языке довольно ну, четко и ясно объяснил. Вот я хочу просто отметить, что вот Риат ТЗ это независимый, значит, ни от каких курдских политических партий орган, и на русском и на курдском языке он уже 6 лет вот мы работаем. Конечно, есть много недостатков и технических, но это связано, значит, с другими вопросами. И мы очень рады, что создали Ягбун ТВ. Тоже вот князь Ибрагимович отметил там какие трудности и технические, и кадровые, и другие. Но я думаю, что он потихонечку наберет обороты и уже играет свою определенную роль. И мы будем в этом отношении, конечно, будем развиваться. Но кроме вот Ягбун ТВ и Риат ТЗ, мы, естественно, контакт, вот каждый в своей стране имеем контакты с журналистами, там, с политологами. Мы неоднократно выступаем там в РИА Новости, там, даем интервью агентствам, всевозможным агентствам. И мы уже видим, что позиция наша, линия, которую мы проводим, она уже имеет определенное влияние как на нашу диаспору курдскую, так и на политиков, политологов, журналистов в наших странах. Это очень отрадно. И кроме того, я хочу воспользоваться случаем. У нас есть много планов, но у нас не всегда руки доходят. Да? Вот князь Ибрагимович отметил, что сейчас интернет, эти социальные сети очень большое значение имеют. И очень хочется, чтобы молодежь наша, да, которая в этом отношении там продвинутая, она как бы более активно с нами как бы связывалась бы, и чтобы мы вместе какую-то в этом направлении тоже, да, используя социальные сети, интернет, смогли бы свои мысли, свои идеи, свои цели и задачи донести до нашей, значит, представителей нашей диаспоры, так и до наших друзей в наших странах. Спасибо, Юрий Юрий Шамилевич, Шамилевич. وقالك باشكو ترانم من هناك بيركت أو درجة يكون تبيه شاك سرس ماسو إنفورماسي بونه هر کسی وکیلیه هم تو وقتا نوشین وکی کی بخوازه کی جان ولات ما کرد سر چوام دکانو های پیبینا چکن درق عام جیانوی بدن کاروان بدن برای کسک مخورا دزمن نرینه هم تمام را بلاتیه او نتا ریاض تزجی یکبون تبیجی نوی یکبون تبی هم یکبون خوازم نه تکبونه demek mesela ben ayağına tıp gara gazını kesi batın ne dari vakit seri mesela çavime ama badan spas. Рамазан Мамедович, вам есть что добавить? Мои коллеги все сказали. По-моему, каждый сейчас смотрящий нас понимает, что это огромная сила, эти информационные блоки. И мы работаем в этом направлении и будем работать. И я полностью разделяю мнение князя Ибрагимовича, Юрия Шамиловича, что мы для всех открыты. Это Ягбун ТВ, это Риат ТЗ. Пожалуйста, все, кто желает, это самое. И единственная просьба, чтобы помогли. Есть бизнесмены, есть люди неравнодушные к своей культуре, к языку, чтобы развивалось и так далее. Допустим, через эти блоки можно сделать очень многое. Можно довести
очень много до нашего народа, до окружающих нас народов, республик, стран, где мы живем, об истории курдов, о личностях, курдских личностях видных. Остальное все мои коллеги сказали, я думаю, добавить. No, Zabaşa Şeyh Varuca Disacım Bakut او فدراسیون ماجی او رداکسیون ماجی یا گون تیویج ریاض داره ما مگو فکریه هر دم کریتیکی وانا رخنه هبن خواسته کبن سر سرچابون گفتن که هبن تنه بونا پیشتا چوینه دا بونا کار خود دوست کرد Да, и чтобы она была конструктивной. یا کنسترکتیونی یا دل ساغلامی مثلا نک عرموسی دبی یک زانه یک نه زانه دبی باقی نیستگانه رشت که آمدن لی به کریتیکا به رخنه نوه ادبیات جی زمان جی دیروک جی چاند جی کریتیکا به پیش داد شد Здравствуй, князь Ибрагимович. Так, к вопросу, да, о продолжении вот поддержки финансирования, вот в целом, как обстоят дела с финансированием, с вопросом финансирования МФКО и развития экономических связей с Южным Курдистаном? Можно, да, я Да, пожалуйста, Юрий Шамилевич. Все понимают, что любая организация, любая, значит, партия, организация, она без финансирования, она не может существовать, не может исполнять, выполнять, реализовывать те задачи, те цели, которые она перед собой ставит. И, естественно, наша федерация тоже эта проблема перед нами тоже стоит, и мы с самого начала, вот и князь Ибрагимович, и шейх сказали, что мы не хотим в этом отношении зависеть ни от кого, ни от одной курдской политической партии, ни от какой зарубежной курдской организации, ни от правительства Курдистана и так далее, хотя у нас там прекрасные отношения, но у нас разработана определенная программа, да, как финансировать, значит, наши мероприятия. У нас есть несколько человек вот, во главе с Гасаном Рамуши, которые этими делами занимаются. Я не хочу там конкретные цифры давать, но определенный финансовый задел уже сделан. Благодаря нашим инвесторам, спонсорам, там, некоторым спонсорам, благодаря нашим членским взносам определенное движение пошло. И я думаю, что через некоторое время у нас появятся свои собственные средства, которые мы будем использовать для реализации наших мероприятий. Кроме того, я могу сказать, что 2 года назад в Москве была делегация торгово-промышленной палаты Курдистана, и наша федерация с ними заключила договор о сотрудничестве. К сожалению, вот эти пандемия, она не только вот в этом направлении экономическом, но и вообще в целом нашу работу как-то парализовала, работу нашей федерации. Но я думаю, что как только вот откроются дороги, и в этом отношении есть определенные, значит, планы, значит, для развития торгово-экономических отношений между вот теми странами, где мы живем, и Курдистаном, с Рожава в том числе и с турецкими нашими, и иранскими. Ну, там не все же там с автоматами по горам бегают, там есть крупные бизнесмены, очень большие патриоты. И кроме того, у нас есть договоренности с нашими европейскими коллегами, некоторыми федерациями, у нас есть договора с ними о сотрудничестве в разных областях, вот сотрудничество в области там, языка, культуры, там, общественной политики, в том числе в области экономики. То есть тут поле для деятельности очень большое. Самое главное, что мы знаем, как заработать как бы эти средства. Мы можем уже сейчас оказывать содействие нашим предпринимателям, те, которые хотят, допустим,
в Европе там поработать, или из Европы, там, в России, в Казахстане там поработать бизнесмены. Ну, естественно, контакты с нашим правительством Курдистана, они тоже ну, довольно хорошие, и те бизнесмены, инвесторы, которые хотят поработать, мы можем какие-то там быть мостом, так сказать, вот между ними. И это не обязательно, чтобы все были курдами. Вот как мы говорим, там мы хотим отношения между, допустим, Россией и Курдистаном, да, там, ну, конечно, на высоком уровне там есть нефтяные контракты и так далее, но есть средний бизнес, есть малый бизнес, который там, тут поле для деятельности очень большое. И у нас вот в Федерации эта работа ведется, я не хочу подробностей, но это, как говорится, коммерческая тайна, да, мы подробности не будем озвучивать, но в этом направлении это идет, и я думаю, что мы сможем вот на эти заработанные для Федерации средства, финансы, можем очень большие мероприятия делать, там и не культуры, и значит, ну, там, обмен делегаций культурными и так далее, нагрузы проводить на хорошем уровне и так далее. То есть вот это то, что касается нашей вот экономической политики, что ли, нашей федерации, вот она довольно... Мы хорошо знаем, что мы хотим сделать. И я думаю, в ближайшее время мы потихонечку начнем это все реализовывать. Уже реализовывается, уже определенные какие-то небольшие средства у нас есть, но хочется больше, как говорится. Спасибо, Юрий Шамилович. Я согласен с вами полностью. Вы полностью ответили на вопрос. Да. Я хочу добавить, с Гилиги Бежем, Мару. Карам, князь Ибрагимович. Харима, шкулема, Харимазен, Алия Абурида. Тут лазима. Ваки عالی آبوری دا به فینانسیال کردن به قبول کردن شغل می پیش دهر را دیش طلبات رجالک نخواستن عالی کاری بکن دفکر وقتی که دولت معاش داده مثلا یک بون تبی اول خود معاش دنوان اول کام تش کردستان تی ریاض ورات از خازم از کلا بیشم راستی بیشم وقتی به تو عالی، تو حس، تو دولت عالی کاری نانمه از هیچ که کیش خواست عالی کاری بدمه برای تری مربا عالی کاری بده همین نوع هم بیشن قنجی هم بشکرینن بنویسن مثلا هنه حواله ما هنه وکی عالی کاری کرنه یک منتیبی مثلا نارینا کنیاز ناجیره با $1000 مثلا دلار شد وکی سوابورا مصطفی بشد کازاخستان دا گلم مرب کد من نوع هم نویسی مگم سپاس پایی دیدن و آواج دچه بنا شغل دشکتنا یک بون توی بونه برها داشتی اگر این رو هم هفته جا که دیدن هم دکار باشه هفته 2 جارا 3 جارا بدن هر ما کارمنده می هفن اپاراتوری بکرن اپراتورا ببن دیگه یک عالی آبوری و لازمه چون آتشی لازمه سامین دکم کچاک یوری شامل وزگود شغل در درجه که بلند امی کار بکه خود حزب بکه ام ما خدای وی شغلی گلک تهب زانو وکی کارا مهیا معاش دستینن ام نظام چت کن اوجی برا در انصاف هم و هیچ خواهد کرم که وارد داری وکیری ام دولا و دکار چه لازم بنده. Спас, князь Ибрагимович. Рамазан Мамедович, что скажете по этому поводу? Ну, вот по экономическому вопросу, я думаю, Юрий Шамилович ответил полностью. Я единственное хочу князя Ибрагимовича перевести то, что он сказал, на русский язык. Вы знаете, я тоже часто слышу, что говорят, мол, мы получаем какую-то помощь извне, в частности из иракского Курдистана там. Это совершенно не так. Мы это заявляем со всей ответственности. Мы никогда не получали ни от какой партии, ни из одной части Курдистана никакую помощь. Мы все это делаем своими силами, а все остальное пусть останется на их совести, кто так вот думает, мыслит. Это еще раз говорит о том, что о нашей независимости от политических партий. Это мы
мы вот осознанно идем на это, потому что мы не хотим быть зависимы от какой-либо партии или от какой-либо части Кыргызстана. Это все мы делаем своими усилиями, своими силами, своими средствами. Спасибо большое, Рамазан Мамедович. А теперь хотелось бы перейти к вопросу молодежной политики в МФКО. В прошлом году, как известно, да, было запущено молодежное крыло МФКО, а вместе с ней молодежные проекты и программы. Насколько они успешны? Есть ли результаты? Как вы оцениваете? Надкарым бежеваки молодежные крылья, пар бежар Ибрагим Филитович Мамедов тоже як мотивида برنامه کادگاهی اوی حساب دا وکی تکرینه و ایو کاره که گله که گرینگه کاره که تاوی جوانا تکرینه تاوی مالادیوش تکرینه او کاره که گله که فرزه پیش روژا ما پاش روژا ما او مالادیوش ما گنج منه جوان منه خوا تکرینه اینه که اوی سال ایدی چه که بشارتنه نیمه معرف نکارش به کارانتینیج و هرمه هر روز بیگوندی هر بیگوندی نه که کارم به عالی آنلاین بتکرینه لذ گمانم که جوان ما به دل خواجی میجی خواجی والد و گریدانه ملت خوا گل خوا گریدانه ایدی زانن وکی کردن یا هر مزنه وکی جوان مالادیش بزا و اولاد کیجان گلیه مثلا نوا اوروسا دانا نوا قزاق دانا نوا ملت مایدا هم دوزین آزاری نرخوز نکن وکی بیجن از کردم وکی بیجن از کردم وکی او بیجن از کردن کرده دیسا بیجم چابنا روشنبیر خو چابنا ریبر خو چابنا زانیار خو مروی خونه ناودن به اجتری وما او تشتا گلیک فرض کو معرف تشتكي وتقرأ مثلا حتى على مصطفى برزاني نهض ارمنستانه سال 1958 از خاصه بيجم ويكيكو قال لك منظم كردستان چیه بعد گفت کرمانش مثلا چونه چیا داده ازیدی دو گفتن اووا کرمانش ازیارش دو گفتن کرمانش یعنی دو گفتن اووا بروک دو نه کرد نه کرد تا قصید نداد آخاطنه آجوی وقتی آتی آخاطنه نه هم دوی جوان مجب را بزن که کردن و خوات تکرنه الان نه 100 درجه که بلنده خسوری جهنه که ماسی جهنه گرم آلیکاری بدن و یکی که حملی جوان ما تمامی از سویتا پری یکتیان بیچه کرنه آلی سپورت دا آلی هفیتل دا چاند هم ناس کن قیز خورده ما هم ناس کن چوینا ما آتنا ما هوا و یکی که هوا کارا گلکی گرینگه ایرو پیش بساکنیه حملی شغل فدراسیون ما یاری بازه دا Галик спас, князь Ибрагимович. Юрий Шамильевич. Да, دوست گریا سردازیده کم راستی جی هندوینا نوا программа دایم دویژن اره چه قاس направление هنه وکی فدراسیون سرد خبته و راستی جی دبک کلک ماشی هنه لی گره که تماشان ما بزنبن وکی وام تشتاد کن چه قوات آمده هیه هلبت خیال آمده گلک تشت هیه لی گوری قوات خو گاوا داویجن لی هون دوینن وکی گلک направление قوات آمده هیه و یا لاپ امیم یا تابی جالا вот это молодежная политика. И князь Ибрагимович правильно отметил, там тоже вот, мы планировали провести отдельную молодежную конференцию, но опять-таки из-за вот этой пандемии у нас все отложилось. У нас даже отложилось проведение нашей ежегодной конференции из-за пандемии. Но я думаю, мы это все наверстаем. Я единственное, что хочу добавить, что вот, когда говорят молодежь, рядом стоит спорт. И очень отрадно, что по инициативе вот нашего коллеги, члена нашего руководства нашей федерации Барзани Набиева, вот, зарегистрирован спортивный клуб при МФКО «Медиаспорт». И потихонечку
Я даже сам не знал, что у нас среди советских курдов есть чемпионы мира, там, Европы, в разных видах спорта, особенно вот в единоборствах очень сильные. И мы хотели бы вот это поддержать, вот наших этих спортсменов. Юрий Шамилевич, уточните, пожалуйста, речь о какой стране и городе идет? Просто у нас два Барзани Набиевых, как вы знаете. Барзани Набиев и Санкт-Петербургский. Санкт-Петербургский. Спасибо. То есть вот в этом направлении тоже работа идет. Я очень рад, что потихонечку вот члены нашего руководства и наш коллектив все дальше и дальше расширяется. И люди уже со своими идеями, со своими предложениями сами приходят и какую-то активность проявляют. Так что вот это в отношении, значит, вот, спорта у нашего Барзани есть такая идея, он хочет команду и повести там, посоревноваться в Курдистане там, с тамошними спортсменами нашими. Я думаю, вот эти интересные идеи, они будут реализованы в ближайшее время нашей федерации. ناچه که گله که پیروزه یورش همینش خراب شد او برزانی نبی خود سپورتسمنه او فدراسیه دا پیش داکشان گو خازن کلوبا که ها چکن کمیته که ها رجیسترات شوی در باز کن نوی مکره یک بون سپورت و یکی که اوش گرینگه ملت گله دولت به سپورت وشتنم ناس کرده مثلا که کامانده کوی فوتبول هوا دقیق ویتی ناس کرده تمامی برازیلی ما پله با ناس کرده فوتبال هم با ناز کرد سپورت هم بکشاندنه یک بون تبیا ما جوانه میتون او کارگی گلگی باشم گره آلی کارن مثلا جی نک تنی بر هر کردستانی کاره هر درجه او کمانده ما اکم پیشتا بید دم جم پاتیش که مازن آلی کاری گره بنده وی کمانده خو وی کمیته بس. Спас, князь Ибрагимович. Рамазан Мамедович, а вы как думаете, как привлекать молодежь, делать ее активной? Ну, в принципе, смотрите, вот мы, вот если вот подойти реально, да, наша федерация, она, ну, молодая, это молодая организация, которая вновь создана, недавно созданная, да. Вот мы, значит, год-два занимались многими проблемами, вопросами, как мы ее будем формировать, направление и так далее, и так далее. Только через года-два мы дошли до молодежи. Сейчас, вот как князь Ибрагимович сказал, и Юрий Шамилович, создана организация молодежная у нас, мы должны были провести конференцию, но опять-таки это эпидемия. Эпидемия задержала не только нас, курдов, и нашу организацию, она весь мир остановила. Вот, в частности, если говорить, допустим, о спорте, то молодежи, спортсмены же должны же где-то встречаться, провести какие-то турниры. Но вы все прекрасно знаете, что практически уже 1,5 года все закрыто. Все из одной деревни в другую не поедешь, не то что из одной страны в другую. Вот в последнее время, вот это огромное спасибо, хочу сказать, воспользоваться случаем Барзани Набиеву. Он сейчас пытается организовать, значит, турнир в Курдистан иракский. Наших спортсменов туда мы сейчас планируем собрать вот со всех стран бывшего СССР, СНГ, значит, из Киргизии, из Казахстана, Россия, Армения, вот, ну, таких хороших, нормальных, видных спортсменов, и отправить туда, сделать турнир. Я думаю, это будет, ну, это будет огромный плюс и для молодежи, и так далее. И вот как только вот эта вот эпидемия остановится, мы, естественно, проведем конференцию молодежную, мы проведем мы свою конференцию, обычную нашу конференцию не можем провести, все ее откладываем. Вот. В частности, все, вот, что я хотел сказать. И в этом направлении, это очень важное направление. И мы приложим все усилия для того, чтобы молодежь привлечь в эту работу. Дорогой Марк. Спасибо, Рамазан Мамедович. И сразу же опять адресую следующий вопрос к вам, да, поскольку я хорошо знаю, как она вас волнует. На прошедших конференциях и собраниях МФК неоднократно вы поднимали проблему
курдов как репрессированного народа. Даже в Москве планировалась конференция, да, по этой теме. Но, к сожалению, опять-таки из-за этой злосчастной пандемии коронавируса это мероприятие пришлось отложить. Расскажите нам, пожалуйста, опять об этой проблеме репрессированных курдов и какие шаги вы намерены предпринять для решения этого вопроса. Значит так, вопрос очень актуален, вопрос очень нужный. Вы знаете, и, честно говоря, когда пришла ко мне мысль о создании МФК, значит, вот эта вот цель была это главным атрибутом вот создания этой федерации. Вы все вот в самом начале передачи князь Ибрагимович озвучил, как курды попали в Среднюю Азию, в Казахстан. Это репрессии 1937 года, 1944 года. Вот. И вы знаете, курды вообще, ну, есть многие вещи, которые, дорогой мой Маруф, я, честно говоря, не хочу озвучивать здесь в прямом эфире, потому что есть вещи, которые пока мы не можем о них говорить откровенно. Скажу коротко. Курды являются коренными жителями Российской Федерации. Еще до создания Советского Союза курды являлись коренными жителями Российской империи. В 1930 году, значит, была курдская автономия на территории Азербайджана. Она в 1930 году была аннулирована, 1937-1944 год мы были депортированы. Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. Поэтому мы вправе потребовать наши какие-то восстановления наших прав. Вот этим вопросом наша федерация занимается, создан комитет, я возглавляю этот комитет. Маруф Юрий Набиевич, вы прекрасно знаете, я приезжал в Москву, жил в Москве, и вот эта пандемия опять-таки помешала. Мы должны были провести конференцию сами, наша федерация, потом мы планируем провести вторую конференцию в Москве, пригласив туда правительство Российской Федерации и поставить все проблемы вот на стол. Она должна была проведена, эта конференция, в феврале месяце прошлого года, 2020 года, да, февраля. И вот из-за пандемии мы ее все откладываем. Сейчас эта конференция планируется на май-июнь месяц. Если опять-таки пандемия нам не помешает, мы ее проведем. И я единственное хочу сказать, что это будет решение вопроса ассимиляции курдского населения в странах бывшего СССР. Вот вы меня простите, большего я сказать здесь не могу. Это преждевременно говорить об этом. Но хочу заверить всех, кто нас слушает, что мы будем заниматься до самого последнего именно этим вопросом. И я думаю, дай Бог, мы добьемся успехов. Все будет хорошо. Заверяю вас, мы переживаем за всех курдов, которые, в какой бы они стране ни жили, в какой бы республике ни жили. Допустим, это будет Армения, Грузия, Азербайджан, Киргизия. Не обязательно, чтобы князь Ибрагимович жил в Киргизии, переживал за нас. Он, живя в Алмате, переживает за нас, занимается нашим вопросом. Юрий Шамилович живет в Москве, занимается нашим вопросом. Я живу здесь, занимаюсь вопросами курдов и Казахстана, и России, и Армении. Мы этим вопросом занимаемся, и я больше чем уверен, мы придем к логическому, победному концу. Простите меня, я еще раз извиняюсь, многие вещи, которые, вот сейчас преждевременно озвучивать, говорить. Удачи и сил, Рамазан Мамедович. Обязательно добьемся поставленной цели. Юрий Шамильевич. Можно я добавлю? Маруф, особенно при твоей помощи. Несомненно, я всегда с вами. Я по этому вопросу, поскольку погружен, как вот шейх Рамазан сказал, там я вот занимался этим вопросом, я тоже не все могу раскрыть, но одно могу сказать, что проблема репрессированных народов для России не нова. Многие народы были репрессированы, это и чеченцы, и ингуши, как мы знаем, и турки-месхетинцы, и другие. И вот все эти народы, в той или немцы, советские немцы были тоже репрессированы. Все много эти народов. В той или иной степени они, опираясь на
вот законодательную базу, которая в России по этому вопросу есть, они какие-то значит, достижения, так, в кавычках, если можно сказать, они добились. И единственное, курды как бы вот этот свой вопрос, они как-то остро никогда не ставили. Ну, поскольку я вот занимался этим вопросом, отдельные личности там письма писали и так далее. Но вот так, чтобы целая организация вот этим вопросом занималась бы, и я честно скажу, я ну, признаюсь, первое время я не так как-то к этому относился ну, серьезно, но сейчас вот благодаря шейху, князю Ибрагимовичу, конечно, это очень важный вопрос. Мы планируем провести научно-практическую конференцию по этому вопросу, приурочив ее там, вот когда наша конференция будет, мы обязательно там, как говорится, выработаем ту дорогу, по которой мы пойдем, чтобы вот вопрос о репрессиях в отношении курдов решили. Да, Спасибо, Юрий Шамилович. Князь Ибрагимович. Рамазан, Шейх Мен, Саджи Юрий Шамилович. Persgaleki persaka geringa irogaleki aktuala. Çünkü milletime her yak jiki jiyan dikam am dibin am namada kar dikam ve ki asimca satune ve yaktiya mehave hev naskin delener şer davj dibin gili gotun dibin millet ne narahati jha gili sav bejim bir narahati ji nava millet haya ve ki rasti ji devlet Rusya'yı ما قبول که چاک باجاروان سویز بر اسیسر بره جی بده ما کاره که مزنه راستی جی قنه و امی تو بی جی که من گلی که گوتنه که هوا اما پرسه که باشه لی حتی وی چاقیش گرب کی در جیان دکن گوی هرمی را تکیلی خود محکم کنه باش کن حالا که کس بره من نادا کس گلی که خراب ناویجه البته یک بونه وقت توبوش باشه در خیلی خوشگاه که کنفرانس ما ماسکوی بود همه بشورن به دولت ما را چه دیجن اول چه دیجن گفتن پرسپکتیو پرسکه باشه از زدی صد قبول کن باشه پرسا باشه Маруф, бежи. Да, секундочку, извиняюсь. А теперь хотелось бы поговорить о референдуме прошедшем. Да, как известно, курдская диаспора в странах бывшего Советского Союза под эгидой МФКО внесла, так скажем, неоценимый вклад в дело поддержки референдума о независимости иракского Курдистана, который состоялся в сентябре 2017 года. К сожалению, итоги референдума были заморожены на неопределенное время в связи с давлением со стороны Центрального Багдада и соседних стран. Как вы оцениваете это историческое событие и даст ли оно о себе еще знать? Князь Ибрагимович. Просто как галаки бош, ама 2 ساعت نمچه داخوان پیوند یا هر سرکه او پرسه دنی رعایان از نواکلینم رفرندوم بو مگلیه گود تانه که درباز بود درباز نبود دولت سرخوبون چه بود نبود اویجون توزانن لیا هر فرزه و که رفرندوم دا کم شده وکی که گل کرد یکه راستی جی گل کردستانه و روژه و کل مگه بونه یک دنگ دان بوی سرخوبونه دمک اوا جربانده نکن مجوینه که خونه فدراسیون دا ما پراولین خدا گفت یوری شاملوی زانه رمضان سیدو جی بیشه برمه عزیز مگو که که 25 ماه ایلونه حساب روژا یکتیا گله Не могу говорить честно. 25 ایلونه روژا فرون در باز بود روژا یکتیا گله کردستان اوا راستیش اوا داگر که راجی جینا راجی استاجی گله مخوشی کارا که گله که خراب نیستن نکو داگر که جینار ما جوانا گلادش ملت مخوش رولا که خراب نیستن وکی کردستان رزگار نوه چاک وقت پیشه که چاوی وان را دچو
نویسه که خدا نویسی وکی که گل مروی ما هوا اگری ما اگر اون کارم بمونه گل ام و بین کن نویش نه کلم دست مرش نچه دست ولید رش نچه راستی جی اوی چاوی دو گردک سیتم هاتو چکرنه داگر کرا تمامی 30-40 تلفی آقا کردستانی زفت کردن دشمنا زفت کردن از گمانم که هوا وعدلی هاتی سکراندنه ایرادا گل کرد کس نکاره بشکنه گل کرد گل روژه سا چتن دیتنه سال سا چتن دیتنه جونا خرابتنش دیتنه دیسا گرم پیش دار چاک گیم نامده ده هر نه پیش او گره زور لوزون گم بد درست کنم Спас, князь Ибрагимович. Юрий Шамилевич. Ну, вопрос референдума, это мое мнение, это, конечно, разделяют очень многие, это историческое событие, это впервые курдский народ открыто всему миру сказал, что он хочет. Что он хочет жить в своем доме, в своем государстве, в своем национальном очаге. То, что касается нашей федерации, я никогда не забуду, это, наверное, вот в моей жизни было самое такое, ну, прекрасные дни, когда наша делегация в апреле 2017 года во главе с князем Ибрагимовичем, мы поехали в Курдистан, у нас были 3 цели. Это поддержать референдум, поддержать наши доблестные пешмерга, которые в то время воевали вот на фронте с ИГИЛ, и призвать всех курдов к единству. И никогда не забуду, как нас там встречали. Там высшие, начиная как Масуда и кончая вот всеми лидерами партии, нас встречали и в Багдаде, и в Эрбиле, и в Сулеймании. Часть нашей делегации потом туда поехала. И я никогда не забуду, когда наши машины по дороге в Эрбиле ехали, там очень сильно освещалась эта наша поездка, все вот и Рудав, и Курдистан-24, они это наш визит очень сильно освещали, и наш визит, он как бы уверенность дал, какое-то вдохновение дал вот, населению Южного Курдистана. Вот что есть, несмотря на то, что кругом враги, есть курдская диаспора, которая вот как бы поддерживает это дело. Когда мы приезжали после многочисленных встреч в свой отель, в гостиницу, в фойе со всех концов Курдистана совершенно незнакомые люди подходили и с нами здоровались, приветствовали, говорили спасибо, что вы нас поддерживаете. Конечно, вот эти дни никогда не забудете. И кроме того, на территории, вот по приезде на территорию бывшего Союза, в Кыргызстане, в Казахстане, в Москве, в различных городах, в Санкт-Петербурге, в различных городах, значит, России и стран СНГ, более 5000 человек приняли участие вот в наших там митинге, круглые столы, там встречи вот в поддержку, значит, референдума. Более того, мы неоднократно посещали наш МИД, вот российский в частности, да, там объясняли, рассказывали, проводили пресс-конференции, значит, центральных, так сказать, информационных агентствах в поддержку. И вот эта работа, которая вот Федерация провела в поддержку Курдистана, мне кажется, это вот такая, ну, вдохновляющие такие моменты из нашей жизни. И я уверен, что это так чувствовал и князь Ибрагимович, и шейх Рамазан. Да, вы правы, Юрий Шамилевич. Вы руководитель нашей международной связи полностью дали информацию. Спасибо, да. Да, во многом благодаря вам все это было сделано. Да. Рамазан Мамедович, что вы добавите? Ну, референдум это однозначно, это было историческое событие в судьбе курдского народа. Референдум, вы знаете, даже вот несмотря ни на что, это нужно было его провести, и оно доказало не только наше единство, там, курдов на территории этой части Курдистана, их единство в этом вопросе, оно еще доказало всему миру, что эти территории, и Киркук, и Шангал, все эти территории, это сугубо чисто курдские территории. И пусть пройдут даже
100 лет все равно это курдские территории. Это очень был сделан исторический шаг. Ну, к сожалению, вы знаете судьбу этого референдума, что вы все знаете, что она заморожена. Хотя, вы знаете, вот звучали тогда, я помню, тогда сильно звучало, Багдад требовал, там многие страны соседние требовали отменить этот референдум. Они не понимают, что референдум не может быть отменен. Он не отменяется. Чтобы его отменить, нужно снова провести референдум и снова спросить у народа. Вот когда если народ скажет, нет, нам не нужно это самое, вот тогда его можно отменить. А так он просто заморожен. Это раз. И меня очень радовало, что все курдские диаспоры вот, постсоветских стран, они все поддержали. В частности, если в Киргизии мы провели конференцию, и в день референдума, когда вот 17 число шел референдум на территории иракского Курдистана, значит, на территории Киргизии, курды Киргизии делали свадьбу, собрался народ на огромной на стадионе, играла музыка с курдскими и киргизскими флагами. Мы приветствовали, мы практически участвовали в этом референдуме. Вот фотографии, пожалуйста, да, правильно, может. Спасибо за показ этих фотографий. И это самое. Поэтому это историческое событие. И вот Юрий Шамилович сказал, меня тоже очень поразило, вот приятно поразило, что советских курдов, там, вот нашу делегацию, мы были приняты как вот делегация государства. Вы знаете, я хочу еще вот сюда добавить на инаугурацию Нечирвана, когда он был, Нечирван Барзани был избран президентом страны, нас пригласили, мы единственная делегация курдов бывшего СССР, которые не представляли государство, были приглашены там. И это отрадно, это, конечно, заслуга наших предков, вот, всей той интеллигенции, которая жила, работала в Армении, в Ереване, в частности. Вот князь Ибрагимович сегодня озвучил несколько имен. Это их заслуга, это заслуга Мустафы Барзани, когда он приезжал в Советский Союз, это заслуга тех наших предков, которые его встречали. Ну и, честно говоря, наша федерация была создана вовремя. Мы дали о себе знать. Мы сказали, да, мы курды бывшего СССР, мы те же курды, мы также поддерживаем государственность нашего народа на исторической родине. И ими было это принято положительно, и мы были приглашены туда. Я еще раз повторяюсь, Юрий Шамилович, наверное, подтвердит, князь Ибрагимович, что мы были единственная делегация, которая приехала туда, не имея государства. Вот как диаспора была приглашена туда. Вот это отрадно. И мы будем стараться в дальнейшем поддержать именно вот эту планку. Ее, наоборот, мы будем повышать и поддерживать. Что я хотел сказать. Спасибо, Рамазан Мамедович. 2 часа почти в прямом эфире. Пролетели как 2 минуты. Очень интересно и не хочется останавливаться. Юрий Шамилевич, следующий вопрос вам, так как вы у нас ответственный по внешним связям МФКО. Как дела на внешнем фронте, Юрий Шамилевич? Ну что, тут поскольку ты уже как бы намекнул, что уже 2 часа, там я буду коротко, хотя на эту тему очень много говорить. Но одна из целей, одна из задач нашей федерации – это поддерживать отношения с внешним миром, да, вот, с курдскими организациями и официальными лицами, как на исторической родине, так и вот курдской многомиллионной курдской диаспорой за рубежом. Тут надо отметить, что на сегодняшний день курдская диаспора мировая, она по численности, в принципе, больше, чем армянская и еврейская. Но она молодая, она развивается. И одна из старейших диаспор, это наша советская, значит, курдская диаспора, которая имеет, вот благодаря тем людям, которые князь Ибрагимович отметил, и шейх Рамазан, она огромный авторитет и вес имеет во всем курдском мире.
И мы с самого начала стремились установить отношения с курдскими диаспорами в других странах. И это у нас, я думаю, получилось. Мы имеем довольно тесные отношения со многими курдскими диаспорами в Европе, в частности в Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Бельгии, Нидерландах и в других странах. Более того, опять-таки, мы были одними из инициаторов создания вот диаспор, который объединяет 6 диаспор. Собирались сделать конференцию вот этого диакорда, но, к сожалению, вот мы много раз сегодня говорили, эта пандемия задержала вот эти планы. Кроме того, когда мы были на инаугурации значит, президента Нечервана Барзани, и когда, как шейх Рамазан тоже говорит, единственная делегация, там около 100 делегаций было разных партий и государств, и первыми, кого принял Масуд Барзани и Нечерван Барзани, это была наша делегация. И на встрече с Масудом Барзани наш председатель, князь Ибрагимович, он предложение сделал ему, чтобы назначили бы человека из Курдистана, который бы взаимодействовал бы с курдскими диаспорами во всем мире. И это наше предложение прошло. И, слава богу, на сегодняшний день такой человек назначен, и мы открыты для сотрудничества. И сотрудничаем, в принципе, отдельные члены нашего руководства, и включая князя Ибрагимовича, мы контактируем, и как только вот эти карантинные меры будут отменены, я думаю, что в этом отношении тоже мы, значит, продвинемся. Мы проводили конференцию в Москве. Ну, я тоже могу сказать, что это такая историческая конференция была, на которой были приглашены и представители Курдистана, и многих диаспор, вот, европейских диаспор. Потом у нас были конференции, значит, в Стокгольме, в Брюсселе 2 раза, в Копенгагене и в Германии. Вот на всех этих конференциях, которые были посвящены укреплению отношений между вот, курдскими диаспорами во всем мире, на всех этих конференциях мы присутствовали, и мы, ну, не последнюю роль играла наша федерация вот во всех этих контактах. И этот процесс вот, укрепления и взаимодействия мировой курдской диаспоры, он продолжается. И я думаю, очень интересные перспективы намечаются. Вот буквально 6 марта у нас будет онлайн-конференция с участием князя Ибрагимовича и шейха Рамазана с руководителями федерации там, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции и так далее, там многие, и включая руководителей создаваемых европейских женских организаций, курдских и молодежных. То есть в этом направлении идет, работа идет, и я думаю, она продолжится. То, что касается отношений вот, с курдскими партиями, мы сегодня уже говорили об этом, мы открыты для сотрудничества со всеми, но на основе взаимного уважения и сотрудничества, а не на основе, там, что кто-то наш командовал или какие-то мудрые указания там давал бы, это не пройдет. И плюс еще, вот как князь Ибрагимович с самого начала отметил, кто признает вот эти 3 принципа. Признает курдский флаг национальный, исторический, кто признает, что мы один народ, независимо от религиозности, там, где живет. И те, кто признают, значит, право курда на создание своего национального государства. С любыми вот этими организациями мы поддерживаем связь. И еще там одно направление – это отношения с религиозными нашими организациями. Как я сказал, мы имеем отношения и с Духовным Советом мира, неоднократно посещали, значит, этот регион. И есть определенные даже предложения со стороны нашей федерации, как вот решать многие проблемы, которые вот сегодня беженцы, там, значит, вот проблема Шенгала там, и так далее. У нашей федерации есть свое мнение, своя позиция, свои предложения.
мы это доводим, доносим до руководителей вот, езидов и, естественно, руководителей Курдистана. Тут ну, объем работы очень большой, и мы, я думаю, в этом направлении продолжим работать рука об руку. Я очень надеюсь на поддержку и помощь старшего коллеги князя Ибрагимовича, и на моего шейха, и на других ребят из нашего руководства. Спасибо. Спасибо, Юрий Шамилевич, за широкий и подробный ответ. Князь Ибрагимович, у МФКО какие планы на будущее? Юрий Шамилевич, tamam gol. Az hazım gotneyo tercüme zmane Kurdi bıkıp çendiyle bejim yoracak. Ta gotneme Turisi de bejaj gotne ta Kurdi bejim ta gış gotun ta qailin sadisat sadece registrama federasyama endamema pravlenyama am tamam zanu ve giko hun şkule dar meczulan halaqati de komite ta haval hana ve giperse Kurdistan atışın da ve onda bulunmadım muntavzanın diaspora Kurdi Sovyeta beri paraka diaspora Kurdi cihane de Avrupa ve Amerika ve kişan parça denedi ve beraber gerem tekili kuvana mahkam kan qawin kan avji Kurdi ma beri men ve gikop hem nas bıkın her demim o marra qawata ke hezaka qawata deri mec vekiriye hiç khazad para betev یک ما و فدراسیون ما و ایرو وقتی نه فدراسیون ما یا دولت یعنی گله کی فرمی جنینه هم çok کرد یکتی خو مچکر هم یکتی خو شد کرد مثلا مرا نوشتن فلان کی دولت و ناز که کیشان ناز نکه هم خو گره قدره ابزامن قدره هم خواهی کن فرمتا مزنه خو بگرن خاص گیری که بیشن وقتی کم گل جارا اینترنت داشتی، سوسیته داشتی، اما مربک شاید بشه نه که اینترنت ماشوق اینترنت کاری آنتونه رخنه دکن ریبری ما یه مزن مثلا درختی دا خلبانی دا اوجالان دا آبدی دا چه دهشه اون گلی به معرفت بنیسه رخنه دوه لی به حرمتی نوا به قدری نوا اب کسی تشتی به قدر داجه چهر آنو خود کن رجا ما وقوه که که ام اینترنت سوسیتا نخنه شتیف پالیتیسکی آلی کاریه بنده ملت حلاقتی خود ملت مایی را اشتاس کن دولت مایی را اشتاس کن یکی خوش شکل غیر خوش کنه کنفرانس ها مجبور تکیلیم اوروپای راجی دیا کرده راجی از تامین کم او پارتی نجی و آلیکاری بنامه هر ما هر چهار پارچه کردستان جی و آلیکاری بدامه مه بریادش گفت همو پارتی ما هزه ما او دل منه هم کشکار را وکرینه هم کشکار را قدرن چون که ناو کردتیه مونا کردایه کس ندش منه او اوه اگه قبول نکنه اگه که انا اگرین قانون را جنگولیدن اگر تر نک فکر آمدانی نه به مرانی دماغ تو دشمن منی آن آجان وانی اویش قبول نک اویش چکی گرده کی نخواندی چکی گرده سبکه هم تو کردن فکر ما یکی ما آزای ما ولات ما دولت ما هم گناه نه چون که چاوی بنا دنه هر کسی دولت وانه یک 500,000 قن میلیون نیم دولت وانه هم 5 میلیون هم هفت خود خالق گوشت برخورد و شاید در باز که ملت خود پرازدگی خود شاید خود جهاز خود همجا رادوین هفت دکن دادن آوید برای آشت دشمن خود از رجا دکن وکی که یکتی خود محکم میجی خود محکم در بجی Курдистан. Спасибо, князь Ибрагимович. На этом предлагаю завершить нашу трансляцию. Было очень познавательно и интересно. Подписчики, зрители требуют продолжения. Но может быть, последнее слово каждый слово скажет и закончит. Давайте, если вы не устали, я только за.
можно я два слова скажу, вот, как бы в заключение, да? Вот князь Ибрагимович и шейх Рамазан знают, мы уже не один год друг друга знаем, и сегодня много раз об этом говорил и князь Ибрагимович и шейх, что я могу заверить, что никто из нас ничего от той деятельности, которую мы проводим, не имеет. Поверьте мне, мы, если вот по правде сказать, мы свою душу отдаем, свое время отдаем, свои даже финансы очень часто вот личные мы тратим для того, чтобы какие-то вот мероприятия проводить. Но, к сожалению, есть, особенно вот в интернете, там полная, так сказать, свобода, демократия, идет иногда такое очернение. И нам кажется, вот мне лично кажется, что это идет целенаправленно, вот дискредитация. Князь Ибрагимович правильно сказал, мы открыты для критики. Но для вот это оскорбления, дискредитация, я лично, вот Мару знает, я очень часто и не читаю, и не смотрю на эти вещи. Но тем не менее, вот для широкой аудитории, да, нашей, вот кто сегодня нас слушает, я могу заверить, что мы делаем все это от души, и, может быть, у нас нет таких возможностей, что то, что мы думаем, то, что мы хотим, большие дела какие-то там делать, но поверьте, мы это все делаем абсолютно бескорыстно, абсолютно на чисто патриотических чувствах. И вот я хотел бы, чтобы наш зритель, наши, значит, зрители, они вот это поняли. А то, что идет, вот критикуется не деятельность или, значит, какие-то, значит, конкретные вещи, а критикуются личности. Да, вот сколько грязи на князя Ибрагимовича обрушивается, на шейха Рамазана. Ну, я с тебя не считаю, потому что я уже мы к этому привыкли, и я могу еще заверить. Я могу заверить. Вот смотрите, князь Ибрагимович, шейх Рамазан и я, да, мы старые, не только вот, значит, вот нас объединяет то, что вот это наше национальное дело, мы очень большие друзья, и никто никогда в жизни, да, мы иногда, может быть, по-разному к каким-то вопросам относимся, но в целом стратегически мы единомышленники, и мы никогда, вот это свое дело, это национальное дело, никогда не, наша деятельность никогда не остановится. Вот, чтобы все знали бы, что никто не сможет это наше братство, наш коллектив и нашу работу очернить или какие-то препятствия создать. Есть попытки, но заверяю, что эти ваши попытки, они не стоят выеденного яйца, говорится. Спасибо. По этому поводу хотел бы отметить, у Рамазана Мамедовича есть одно любимое выражение. Точнее, не его, но он любит его использовать. Собаки лают, караван идет. Я, Маруф, можно я сразу, раз ты назвал меня? Я, знаете, князь Ибрагимович и дорогие зрители наши, я обычно, вот, Юра, я вот когда вижу вот такое в интернете, да, я тоже вот стараюсь, знаете, не читать, не лезть туда, ну, иногда вот, ну, уже выхода другого нету, я просто ставлю, картинка есть, караван идет, и там, извините меня, собаки лают, и я пишу там, у каждого каравана есть свои собаки, которые на него лают. Почему у нашего каравана не должно быть своих собак? Они должны быть. Поэтому я просто отношусь к этому. Это, во-первых. Во-вторых, ну вот заключительно, что я хочу сказать. Каждый должен понимать, что сильная диаспора любого народа, это огромная подмога его вот, исторической родине. Поэтому мы будем стремиться к этому. Вот наша организация, именно это одна из наших целей, это мы хотим быть сильной диаспорой, чтобы мы смогли помочь исторической. Дело не в том, и вообще, вот
честно говоря, вот кладу руку на сердце и говорю, я совершенно не собираюсь жить в Курдистане, ездить туда, уезжать туда. Я просто хочу, чтобы у моего народа была государственность. Вот к этому мы стремимся. И еще хочу добавить, вот те, которые начинают писать в интернете, вот как князь, которые начинают писать, да, это диванные герои. Иногда у меня, знаете, я каждому из них хочу задать вопрос. Слушай, Майдон Тугурохорья, что ж ты сам сидишь и не решаешь эти проблемы? Иди займись, что ты лезешь? Что ты критикуешь того или того или того? Так я желаю всему своему народу, всем, где бы вы ни жили, здоровья вам, счастья, успехов и процветания. Мы всегда с вами, мы для вас. Спасибо, Юрий Шамилевич, спасибо, Шейх Рамазан. Баручан, знаете, гора, персака санака, аманаки гора, хамдах фрах хайкан. یا داداجیم گره گهنه نتشته صدا کی داره که خوات های او را حدبت که ماسیشنه قصرش دوین شاشش دوین گوترا ما ها که نک اک بکن به حرمت کن مگانه گو مزنا به حرمت کن دا وکی ناوی مزن جورک ماید ویژن برا کریتیک بکن مثلا دوی مخالفت ویژن اپوزیسیون نه اونا کریتیک بکن دوی هوا راست نینه کار آب بکن و ها نکری آب بکن بیلن هم بین بکن لما جم دوژن دری با بکریه هم فکر نارنه دا هم رحنا را جازنه کی چه دنویس از سربسته فکر من آزانه دکارم بنویسه تنه رحنه به قدری نلازمه مثلا هر کسی دخونه خوشی طلبات را گلک نگاه گونه روسی دخونن ملت مایش دخونن قیمت دنه ملت ما مثلا قال ماشي مرمي كرد السوفيتي قال لك قادر بلد ناوي الناظم قال لك بس اون شي خلوتنا قلت او شيء ما يقبل كلني تمام زور سپاس تو پیروز دکم دونو برنامه ایروهات Юрий Шамилевич, Рамазан Мамедович, есть еще что сказать? Маруф, вот ты сейчас озвучил, ты говоришь, читатели и зрители задают вопрос, чтобы мы программу продолжили. Я думаю, вы знаете, князь Ибрагимович, вот эти передачи вот такие надо хотя бы в месяц один раз сделать. Просто, я согласен. Потому что просто. Вот мы молчим, мы не говорим, а они мы просто назвались и не работаем, сидим дома. Вы правы, Рамазан Мамедович. Мы это с вами обсудим. Это вот ошибка, вот это наша критика. Вот это критика. Шейх Рамазан, то на куда чуя? Шейх Рамазан, князь Ибрагимович, Юра Набиев, мы всю свою жизнь посвятили своему народу. Поэтому, мы никак, чтобы мы убрать с курдской тематики, Галам Магулякен, и все, единственное. Больше нас не уберешь. Хорошо, тогда на этих словах, уважаемые Спасибо тебе, большое спасибо, огромное было такой передача по برنامه از گمانم وقتی که گداری کردی خوشحالی به رخنه‌وان شب آمدن سرسرق سرچه و قبول دکن برای بجی ملت ما گل ما یکتیا ملت ما هر بجی سلام. Так, дай Бог вам здоровья, князь Ибрагимович, Юрий Шамилевич. Не болейте, берегите себя, дорогие зрители, подписчики. Не прощаемся с вами. Спасибо, что остаетесь с нами. До скорой встречи. Спасибо. Спасибо.